Доброе утро, дорогие друзья. Вы посмотрите, у нас какой завтрак. Козье молоко, козий творог и перепелиные яйца. Вон у нас все как с удовольствием едят. Вон творожочек. Вот Альфочка. У нас к Юрию поедет в Архангельск. Вот у нас наш вольник. Вот два мишки. Они, вот, посмотрите, белые, вообще очень хорошо одеты. Вон, посмотрите на Альфочку, красавица маленькая наша. Там волки лежат, отдыхают. Надо посмотреть, Фурия не выкопала ли логово. То вчера так усердно копала все. Сейчас нашим вольфундикам обязательно тоже дадим. Вегу туда пересадил, в этот вольер. Вон они, Куба, Вега, там вольфундики и Алита Луя. У нас получается очень много мне пишут из-за границы, а за границу вот отправить в ту же Италию 1500 евро доставка примерно стоит. Вот, поэтому людей это немного смущает, европейцев. И в принципе из-за этого у нас задержаны некоторые щенки. По Валендам также идет розыгрыш. Можете присылать свои видео, если кто хочет поучаствовать. Любого на выбор из беленьких. Ну, я говорил уже условия. Обязательно нужно, чтобы был охотничий билет. Но есть исключения, конечно. Есть исключения, кто сильно желает. Есть исключения. Может, за вас и будут голосовать люди. Поэтому, ну, желательно, конечно, чтобы охотнику попала такая собака. Ну и рассказать видео. Кто вы, что вы, откуда, для чего. Ну или 100 тысяч за щенка. Так, пойдем дальше. Посмотрите, с каким удовольствием у нас наши красавцы. Да, вот этот вообще, конечно, очень доминантный. Очень. Просто вырастет, будет давить всех на свете. Очень серьезный парень растет. Этот болта, конечно, очень аккуратненький, очень. Да? Ух ты, как вам нравится, молодцы, вдоволь кушайте, вдоволь. Нет, меня не укусишь? А? Серьезный такой парень, ужас. Вообще, отцапать может. Ну вот у них такой же примерно процент волчьей крови, как и у нашей Арии. Да? Это, например, Арию бы, да, повязали бы такой же, как Ария. Процент волчьей крови. И вот он сохраняется. Ну, может, какое-то расщепление произошло. Но как бы... Что ты так смотришь, а? Ку-ку, девчушки. Вас тоже давайте поглажу. Давайте, красавицы мои. Красавица. Завтра поедем, да? Всю энергию свою выгонять. Вот ты. Вот они теперь, кубята, вегята. И посмотрите, этот вообще растет. Здоровый становится, просто кабан. Тоже у нас кабан. Это у нас лимбочка. Ой, тебе ласка нужна, да, моя девочка? Это Монечка. Монечка, привет, Монечка. Монечка. Все, выпили, выдули. Теперь яйца и творог будут доедать. Вот сейчас шланга 2 соединил. Буду протягивать в пруд, смотреть, как вообще будет он набираться, не будет держаться. У нас Акела защищает тушу барана. Вот сегодня 3-й день, всю съели, 45 килограмм. Вот так вот. Хватает 2 волкам на 2-3 дня. Да, Фурия? Караси все проснулись. Вон, посмотрите на них.
Тут прям у них жор был, надо их покормить, сейчас пойти. Сейчас вот шланг как раз протяну. Вон, видите, плавают на поверхности. Жрачку ищут, а жрачки-то нету. Выжили, перезимовали. Красота вообще. Молодцы. Интересно в том пруду. Вон, видите, как плавают. Жратву ищут. Вон, гуляются. Сейчас. Болотце вам озером сделаем. Живые. Смотрите, все-таки роет. Вот здесь уже закапывали. Но все равно пытается рыть новое логово. Не нравится ей то логово. Может, запахи, еще что-то. Много причин может быть. Так, ну надо закапывать. Нельзя давать. Надо, чтобы она туда место выбрала себе. Король встал проверить всю ситуацию. Пойдем, Акела, рыбок кормить. Визит. Все. Смотрите. Водичка пошла. Сейчас мы поснимаем. Вот у нас корм. День. Сейчас бросим. Смотрите, как сейчас что будет. Так, Акела, не лезь. Он пошел на дно. Так. Так, что-то не видно рыбок. Надо их прям откормить сегодня. Вот так вот. Так, я их не вижу. Может, они должны как пираньи были налетать. Видите, защищает. Не хочет фурии давать. Эх, Акела, дамам уступать надо, но не во всем. Все, пустые карманы. Вот штаны новые. Все, им хана уже, все порваты, здесь вырвато. С щенками вообще. Так, присяду сейчас, потому что Акела подойдет ко мне. Ну что, у нас ЧП рано радовались. Вон, посмотрите, что сделали. Не знаю, кто. Надо смотреть по камерам. Кто это сделал? Смотрите. Прокусил. Прокусили шланг. И вон вытащили его. Кто виноват? А? Акела?
Ну что, нам наконец-то пришла посылка от наших подписчиков. Это у нас Кристина с Израиля. Спасибо тебе огромное. Посылка до меня долго, если честно, шла. Вещь парку волков. Что там у нас? Что, давайте пробовать, смотреть. Вот эта записка. А, ну это их. Она есть. Дима. Вот какие у нас вкусняшки израильские. Посмотрим, это для наших питомцев. Смотрите, сколько всего передала. Спасибо тебе большое, Кристин. Так что нас смотрит весь мир, поддерживает весь мир. Спасибо огромное вам. Так, меня в Израиль, правда, не пустили. Очень было печально. Как вкусно чуть порвалось. Но ничего, я не переживаю. Кстати, въезд 5 лет. Так, это у нас, кстати, самое важное. Смотрите, что это такое. Стабилизатор, я так понял. Да, стабилизатор. Вот это кайф. Кристина, спасибо огромное. Кристина сказала, я им не пользуюсь, поэтому готова тебе отдать. Ну или что? Ну типа стабилизатор, я так понял. Что это? Да, надо почитать. Я уже забыл, как долго все шло. Классно. Так, это что у нас? Ой. Ой. Так, это что у нас такое? GoPro. Зарядка, что ли, для GoPro? Или это камера? Скорее всего, зарядка. Да, зарядка. Так, это зарядка. Сейчас мы сюда ставим. Опа! Смотрите, и это вот какая-то штучка. Тоже, наверное, батарейки. Это вот тоже, наверное, чехол. Вот такая штучка у меня есть тоже, но пригодится. Так, подождите. Это что у нас? Это что у нас? Ого-го. А вот это я люблю. Я думаю, это мне. Израильские сладости. Ну, попробуем, попробуем, Кристина. Спасибо тебе. Как я люблю подарочки раскрывать. А, финики. Красота. Давайте попробуем сразу же. Сладости с чаем. Нифига себе, какой термоядерный вкус финика. Так, это я не знаю, что такое. Mother. Это тоже не знаю. Это какие-то крема. Так. Так, я там потом повырезаю. Ну и что это? Вот сколько вкусняшек. И все. Как много вкусняшек. Так. Она рассыпалась здесь. Так, вот это. Это что такое? Так, ну сейчас даем финик, не знаю. Вот еще защитная какая-то для GoPro. Офигеть, сколько всего для GoPro передала нам Кристина. Просто целый наборище здесь. Отлично вообще, отлично. То теперь у нас новый работник, который придет. Мы уже подобрали, кстати, нового работника. Будет снабжен такой камерой, чтобы снимать на Arctic Park видео. Красота. Красотища. Так, сейчас посмотрим. Вот она. GoPro 4. Класс. Ну все, теперь вообще снабжены всем. Готовы работать. Ну вот это что за штучки? Это же не камера. Или... А, это вешать на собак. По-моему, нет? По-моему, как-то... Короче, я в этом разберусь. Кристина, у тебя спрошу. В общем, огромное спасибо. Огромное спасибо, Кристина. Ты очень сильно помогла. И спасибо всем, кто тоже присылает когда-либо какие-то
подарки. Очень и очень благодарен вам. Все, спасибо огромное. Добрый вечер. Снимал, не получилось. Что-то у меня глюч телефон в последнее время. Такая картина была. В обнимку с косточкой лежал. Вольник. Да, вольник. Не знаю, заснялось, нет. Если заснялось, покажу. Красавец, защищает ее, защищает. Маленькая принцесска. За тобой скоро приедут. Вот, ездил я, как видите, вот прицеп на кабана. Кабана показывать. Хотел всех валендов маленьких взять. Ну как всех, хотел взять кубят и Монику. Но одел на поводки лаек наших чистокровных, Йети, Алу и Акулу. И капец просто, просто капец. Я думал, все, они и кусать меня, и кидаться. И, короче, не приучены к поводку. Надо срочно ходить, гулять с ними. И к поводку приучать каждого по очереди. Вот, хотя бы своих, которые будут здесь оставаться. И Алиту Луи брал, и вот 3 западносибирских лаек взял. А Алита отменный результат, превосходно показала себя, как обычно. Потом Луйка, она все начала, все четко, жестко, такая прям боевая. Прям жестко, холка дыбом и аж пена со рта. Но потом кабан на нее побежал, и она чуть ее короче, дотронулся до нее, до хвоста, чуть ли не укусил, и все, и она немножко начала осторожничать. Вот, а так как бы тоже хорошо показала себя. Сина не брал, смысла нет нашего пенсионера, потому что можно уже, в принципе, со счетов нельзя списывать, но я считаю нецелесообразным показывать такого зверя в таком возрасте, уже как бы, молодых надо. Вот. Кабан не страдает, кабан живет в огромном загоне, больше, чем у меня, у волков, я не знаю, в раз 10 точно, поэтому кабан себя вальяжно чувствует, и кабан может убить любую собаку вообще в счет, поэтому за кабанчика можете не переживать. И показали Алу, Айете, наивысший результат, холка дыбом, злоба. Молодцы, вообще себя показали с наилучшей стороны. А Акула немножко так, он интересуется, но не работал так, как работали Алу и Айете. Вот, Айете прям такой, как бы, хорошо прям вообще показал голосом и на дистанции. А Алу смелей был, Алу прям близко подходила, но она была через решетку, щенков показывали. По-другому нельзя, потому что кабан опасный зверь. Там кабан 200 килограмм. Поэтому нельзя было. В общем, пруд у нас наполнился. Сейчас покажу вам. Акела сегодня тоже подошел, дал себя погладить. Но почему-то за ночь спустился, пруд сегодня опять наливал. Я один здесь нахожусь. Один работаю. Один все делаю. Все нормально, справляюсь, все хорошо. Смотрите, что делает, Охотится на меня? Братиш, давай, рискни. А то я к тебе сейчас зайду. Варюшка, моя девчушечка. Ух ты, тихо. Тихо. Да ё-моё. Ты что такое? Ух ты, щелкает зубами аж. Ну иди сюда. Капец. Я сюда сейчас Акелу запущу и все. И будешь потом ты мне рыкать здесь. Умник, что ли, нашелся такой, Смотрите. Если честно, от его вот этих движений аж кипяток в голове происходит. Кто знает, что это за явление, когда кипяток в голове? Ну давай, иди сюда, я тебя тоже поглажу. Я все равно тебя не боюсь. Варюшка. Ой, что моя девчушка. Сколько шерсти, надо прогуляться, чтобы взять тебя. Чух.
У нас уже все, снег сошел. Плюсовая температура 10-15 днем. А вечерами до 0, до -5 даже может спускаться. Фурия, по-моему, беременна, потому что бочка у нее выпирает, когда она ложится. Барашку всего съели, голову только оставили, ну и косточки некоторые. Акела, что ты такой? Вон, посмотрите, пруд как наполнился. Там, правда, куча грязи. Надо будет с этим сачком пройтись и рыб тухлых тоже, которые погибли, их повытаскивать. И так они повытаскивали там кучу рыб. Но я не пойму, ее берешь вот так, и она прям, знаете, разлагается. Вот даже которую вот плавала, ее убили, она вот как-то плавник берет, она очень такая как бы хрупкая. И мы когда ловили на озере, ее берешь, ее фиг оторвешь, там этот плавник или еще что-то. А здесь она просто вся, или она болеет как-то, или витамин каких-то не хватает. Я не знаю, кто спец, подскажите в комментарии, пожалуйста, что с рыбой такое может быть. И они почему-то ее не едят. Они ее там, ну, поиграются и все, и она валяется. Они ее не едят, эту рыбу. Как хорошо, да, Синайчик, тебе? Ну все. Ну еще так, бытовочки немного прибрался. Там еще работы не початый край. Сегодня сделаю голодовку еще одну, чтобы подъели все, что есть. Завтра постараюсь здесь убрать в вольере все и сжечь, что было. Там всякие там перья, эти палочки, весь вот этот помет, все это нужно посжигать. Дерево вон обрубить. В общем, позаниматься вольером, пока фурия не такая прям беременная. Хотя, может, и не беременная, не знаю. Ну, видите, сместились сроки, скорее всего, повязки. Да и все, Леший тогда приезжал в начале февраля, а здесь как бы у них все там в середине февраля все началось. Ну, течка тоже началась в начале, но только все заметили и сдружились чуть позже. Поэтому, возможно, сдвиг на недели 2. Сейчас как раз запрет ее через дней 10, и все, и будет готовиться к родам. Она уже смелеет, потому что она ко мне подходит. Так, сейчас встану сюда, будет подходить. Ну, сейчас нет, но бывает, она прям подходит близко.